26 июля в районном доме культуры состоялась встреча главного врача Галской ЦРБ Астамура Гамги с медиками района, а также директорами школ и заведующими детских садов. Речь зашла об определенных проблемах, связанных с вакцинацией детей. Педиатр Лика Гамисони подчеркнула важность своевременной вакцинации подрастающего поколения. Медик отметила, что на данный момент в районе идет подъем заболевания кори, которое в ряде случаев может приводить к энцефалиту, а также перечислила ряд инфекционных заболеваний, которые могут привести к массовому заболеванию как детского, так и взрослого населения. Помимо кори наблюдается и коклюш. Врачи не исключают дифтерию. Педиатр призвала родителей провести детям полный календарь прививок до начала учебного года, а также поручила предоставить необходимую справку от педиатра или обновленный вкладыш из базы данных. Она также поручила медсестрам не оставлять без дополнительного внимания вопрос вакцинации детей, обучающихся в учебных заведениях в нашем районе, проводить профилактические беседы с родителями. Так, как сказал Владимирович, состояние вакцинации у нас в республике сейчас плачевное. Из-за того, что у нас в прошлых годах была коронавирус, вы знаете, и было очень много недотводов. Вот сейчас это сказывается на вспышках заболеваемости, и у нас уже пошел подъем, к сожалению, такого заболевания, как коклюш. Это, вы знаете, многие, наверное, сталкивались. Это ужасное заболевание, которое 9 месяцев ребенок кашляет и задыхается, и, к сожалению, мы в республике не можем помочь таким детям с осложнениями. У нас нет детской реанимации. А смертность от дифтерии, которую мы ожидаем, к сожалению, очень мало детей сейчас привитых от дифтерии, поэтому смертность от дифтерии почти 100%. Такая же смертность и от столбняка 100%. А если ребенок, к сожалению, перенесет полиомиелит, это приводит к инвалидизации ребенка в 100% случаев. Наша просьба, чтобы мы работали сообща и регулировали прием детей в школы и в садики с полным курсом вакцинации. Для этого мы думаем, наше мнение, что необходимо проводить собрания с классными руководителями, сестрами и с родителями не перед школой, не в августе, а уже в конце учебного года, в апреле, в мае, чтобы родители успели подойти вовремя к педиатру и провести полный курс вакцинации. В свою очередь, главный врач Галской ЦРБ Астамур Гамги отметил, что необходимо прийти к определенному решению данной проблемы, а именно серьезно поставить вопрос о допуске невакцинированных детей в школьные учреждения. Так многие родители по разным причинам отказываются делать прививки своим детям, некоторые по религиозным убеждениям, что может привести к серьезным последствиям. Он также добавил, что недостаточная сознательность и информированность родителя не должна влиять на здоровье ребенка. Представители школ и детских садов задавали интересующие вопросы по вакцинации, на что получили подробную инструкцию. Главврач Астамур Гамги поручил представителям образовательных учреждений сформировать список учащихся с соответствующими данными и предоставить в Галскую ЦРБ, чтобы иметь полную картину по вакцинации. Все чаще и чаще мы сталкиваемся с такими проблемами, когда родители отказываются прививать своих детей без медицинских показаний, по каким-то убеждениям и так далее. У нас пошли вспышки вакциноконтролируемых инфекций, таких как корь, коклюш, а еще ожидаем и дифтерию. Поэтому эти проблемы мы должны решать совместно. И если у вас встречаются такие, как говорится, такой контингент родителей, я не скажу неграмотный, но недостаточно просвещенных в данном направлении и не хотят, видимо, просвещаться, я бы попросил их присылать к нам для личной беседы. Мы над такими родителями работаем, и из 100% доминирующее большинство все-таки потом мы переубеждаем и склоняем к вакцинации. Для получения более подробной информации в вопросе вакцинации детского населения наша съемочная группа записала интервью с главврачом Галской ЦРБ Астамуром Гамги. Нана Апшилава, Борис Цацуа, Бату Библая, Гал Медиа.